Я смотрел украинскую революцию по телевизору, как и все люди. Как и все люди, я симпатизировал мужчинам и женщинам, которые вышли на холодные улицы. Но во всей этой идеалистической картине некоторые детали были потеряны. Мистические символы, которые всплывали то здесь, то там. Кто скрывается под этими знаками и действительно ли эта история закончилась? Скандал вокруг документального фильма «Маски революции» разразился еще до его выхода в эфир. Анонс ленты возмутил многих в Украине. Ложь и кремлевская пропаганда, заявили местные СМИ. Посольство Украины во Франции попросило Канал Плюс не показывать картину, но телевизионщики отказались. Фильм вышел в эфир. США бросили все свои силы, чтобы сменить власть в Украине. Без использования крайне правых группировок такие перемены были бы невозможны. Но это очень опасно. Такая информация потерялась в вакууме, как и рассказы о кровавых расправах в Одессе. Потому что все это не вписывается в простую историю. Слишком простую историю. Фильм Поля Морейро не первая документалка, посвященная событиям на Майдане. Канал Russia Today выпустил еще в 2014 году фильм с таким же названием и похожей точки зрения. К беспорядкам причастны Штаты, в Украине разгул национализма. Но большинство западных документалистов до сих пор показывали Майдан прежде всего как гражданский протест. Одну из лент «Зима в огне» Евгения Фиеневского даже номинировали в этом году на «Оскар». Такую новость вполне ожидаемо растиражировали украинские медиа и почти не заметили российские. С французским фильмом все наоборот. Украинские СМИ его показ игнорируют, российские превозносят. «Маски революции», так называется фильм, автор срывает со всех ее участников. Картина Поля Морейро называется «Маски революции» и подробно рассказывает о неприглядном закулисье того, что нынешние украинские власти именуют путем к свободе и демократии. Показать фильм полностью в России, скорее всего, не решатся, ведь автор картины, среди прочего, открыто заявляет об участии российских военных в конфликте на украинском юго-востоке. Российские солдаты вмешались в этот конфликт на территории Украины. Отряды иностранных добровольцев прибыли, чтобы воевать на пророссийской стороне, среди них и крайне правые из Европы. По обе стороны фронта Украина стала раем для псов войны. Вот теперь европейцы узнают правду, обещают российские медиа. Европейским зрителям рассказали правду о Майдане. Авторы объективно рассказали о событиях, происходивших на Украине. Крах представлений европейского зрителя. Эффект разорвавшейся бомбы. Бомба, если и взорвалась, то довольно тихо. После скандального анонса и протестов украинцев эфир перенесли на поздний вечер. К тому же канал Плюс – платный канал, по подписке. О масках революции действительно заговорили на разных языках. Интернет пестрит ссылками на версии прокремлевских медиа «Спутник» и Russia Today. Во Франции на фильм реакции меньше, чем в России. Прокоммунистическая «Юманите» разместила интервью с режиссером. «Правое Фигаро» называет фильм спорным, отмечает многие фактологические ошибки, но считает, что картина, тем не менее, рассказывает о роли крайне правых группировок в смене власти в Украине. На сайте французской «Либерасьон» ленту назвали агиткой. Фильм Поля Морейро – это картина, которую Кремль рисует уже много лет. Он предлагает нам фактически иллюстрацию речей Владимира Путина, написанную разве что современным молодежным языком. Жаль, что Франция клюнула на это Путин ТВ. А «Le Monde» заявила, срывая маски, фильм предлагает кривые очки. Все это разнообразие мнений вполне традиционно для французских либеральных СМИ. Газеты там спорят между собой, и в эфире может появиться фильм, не соответствующий представлениям массового телезрителя. Представить подобное в российском телевизионном эфире практически невозможно.